Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Якутия всегда славилась своими богатыми недрами, в том числе драгоценными камнями и металлами. Испокон веков наши предки делали духовную защиту, обереги, затем стали делать украшения ради красоты. И сегодня ювелирные работы наших мастеров известны во всем мире, а украшения из Якутии ценятся и пользуются большой популярностью. И сегодня я хочу поговорить о ювелирном деле, о сохранении культурного наследия народа Саха с гостями сегодня в нашей студии. Это супруги Павловы, Галина Николаевна, Александр Кириллович, владельцы, основатели ювелирного дома Кикирга. Добрый вечер. Здравствуйте. Хочу начать разговор с вопроса о культурном коде народа, о культурном коде народа Саха. Да? Что это такое в вашем понимании и как можно через ювелирные работы его донести, передать? Ну, можно так сказать, что культурный код — это, прежде всего, наверное, это те особенности народа, которые сохранились до наших дней, передались через поколения, и они должны приумножаться, развиваться. И вот я хотел бы сказать, что вот наш народ, народ Саха, он особенный народ. Хотя нас меньше миллиона человек, вот посудите сами, вот, допустим, любую сферу жизнедеятельности человека взять, у народа Саха есть свои особенности. Например, вот начнем даже с того же хомуса, да, якутского. Он считается сейчас самым лучшим хомусом в мире. Ну, из варганов. Да, из варганов. Якутский нож. Вот даже вот в ювелирном деле мы отличаемся. Вот принято, допустим, считать несколько видов замков, ну, для сережек. Вот якутский замок многие до сих пор даже не знают. Особенность якутских сережек. Потому что там есть такая дуга, которая позволяет, не потерять. Если даже расстегнется, если вот так наклонишься, то классический английский замок, он вместе с сережками упадет. Но тем не менее делают английский замок в последнее время. Но они просто не знают. Да? И вот мы сейчас, когда сталкиваемся с людьми, которые приходят к нам на выставку и так далее, они это не знают. И когда мы им объясняем, они уже говорят, нам такой замок нужен, на якутские сережки. Вот якутские наряды, да, вот, одежда особенная, тем более это связано с нашим климатом. Вот. Но, допустим, женские украшения. Это же уникальные изделия, которые якутская женщина, больше пуда, то есть больше 16 килограммов носила на себе серебряные, понимаете? И она их, как говорится, с детства девочки готовили уже приданое, вот якутские украшения. Поэтому мы вот и ювелиры считаем, что вот наше якутское ювелирное дело, оно особенное тоже, уникальное. И не зря вот мы не так давно создали у себя на фирме, на первом этаже, музей нагрудных женских украшений мира. Это чтобы сравнить, чтобы люди поняли, что вот якутские украшения, они особенные. Да, и что вот наши предки были такие действительно талантливые люди, которые вот, мы практически сохранили то же самое. То есть нововведение, вот стилизация только пошла сейчас. И использовано максимальное количество камней. Ну, тем более бриллиантов, да. А так вот, благодаря нашим предкам мы дальше работаем. А какие, кстати, все-таки, какие изделия пользуются большей популярностью? Стилизованные или вот прям традиционные? Или нельзя сказать? Нет, так нельзя не сказать, потому что вообще мы вот, сохраняя традиции нашего народа, мы, конечно, немножко их изменяем, мы немножко их стилизуем. Поэтому, сохраняя вот древние ювелирные искусства и с современным дизайном, современными технологиями, это получается, конечно, очень красивые изделия. То есть развитие в русле традиции. Конечно, Да? да, при этом сохраняя.
Мгм. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостям моей программы можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или написать в Телеграм сообщение на номер 8 914 235 0502. Но вообще у нас в Якутии очень развито ювелирное дело, да, и оно имеет большое значение для позиционирования республики вообще в целом. Вот я знаю, что ну, как бы вы работаете все равно на то, чтобы о якутских украшениях узнавало больше людей по всему миру. Вот как это сделать? То есть вы себе это отдельной задачей как-то ставите или? Да, ну, во-первых, бурное развитие, честно скажу, что оно началось в 90-х годах, ну, в середине 90-х годов. Потому что раньше у нас была одна система Якутия-техники. И там в большинстве районных центров были маленькие мастерские, где люди ремонтировали или заказывали изделия. Ну и был Якутский ювелирный завод. Вот. Но как люди так по-простому говорят, это штамповка была практически. Да? Ну, была штамповка на заводе, но тем На не менее заводе. были всегда частники. Да. Вот я помню, там мама моя, допустим, заказывала каким-то частникам якутские сережки, именно якутские, или там печатку какую-то. Вот, Да, да, да. И поэтому вот в 90-х годах начали создаваться фирмы, Голдспарк, Саха Ювелир, и мы создались в 93-м году. ну и начали обучать здесь, Да, выпускать, да? да, и поэтому вот это бурное развитие началось, и возникли Сахатас, Уран-Саха и так далее, Горутом. И после этого вот, ну, уже конкуренция началась, потому что талантливых мастеров, ювелиров у нас очень много, многие научились, и художественное училище у нас готовило, и даже в университете. И мне говорят, что у нас есть звонок, давайте ответим. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Алексей. У меня вопрос, вот почему мужские и женские украшения, да, сделаны не из золота, а от серебра? Спасибо. Ну, во-первых, традиционно почему-то якуты предпочитали серебро. Так? Ну, по некоторым, ну, мы знаем, что серебро и имеет лечебные свойства. Вот даже вот Очищающие очищает, да, средства. и когда воду чистит, ложку даже ложит, да, а мы уже специальные такие штучки очищающие делаем, да. А золото, конечно, было и тогда, но это было реже. И если ну, технологии тогдашние, может быть, и ну, было сложнее делать, Золотом работать. золотом работать. Вот, поэтому и надо было, если кому-то заказывать, естественно, это было дороже. Но, во всяком случае, главный всегда считается, что якуты предпочитали серебро. Ну, еще надо сказать, что наши якутские украшения, они все-таки весомые. И имеют довольно-таки большой вес, объемный. И столько золота, конечно, это не будет очень дорого, поэтому в основном, конечно, делается из серебра. Но сейчас вот, конечно, новые такие технологии делаются, и из золота изделия тоже можно из золота, из серебра заказать. Ну вот мы начали говорить, прежде чем начали отвечать на вопрос телезрителя, начали говорить о расцвете вот, ювелирного дела, да, которое пришлось на 90-е годы, когда появилось много предпринимателей и так далее. И мне кажется, у нас в республике довольно много да, ювелиров, ну, в сравнении там, с какими-то другими центрами областными, краевыми, я не знаю. Ну, вот такая наша особенность. И вот я слышала, что изменилось законодательство именно в ювелирном деле налогообложения вот с начала этого года. Да? Вот как это, что там поменялось и как это повлияет на отрасль? С 1 января вот этого года, да, изменилось налоговое законодательство именно в части как раз ювелирного производства. То есть
с упрощенной системы налогообложения сейчас все переходят на полное налогообложение. Поэтому получается, что и надо будет платить все налоги. И малым таким индивидуальным предприятиям очень сложно в этой системе, конечно, находиться и оплачивать, и вести вот эту всю бухгалтерскую работу. Кроме этого, еще в прошлом году перешли на ГИС-ДМК, то есть идентификационный номер. Для этого нужно было и программу, и оборудование, и все это перевести на этот учет, поэтому, конечно, было сложно. И для малых предприятий они, конечно, понесут такие... То есть количество у нас, наверное, уменьшится. То есть будет какое-то укрупнение? Да. Ну, я знаю, что вот, ну, скажем, вы же тоже объединяете разных вот небольших предпринимателей, да, под своей торговой маркой, правильно я говорю? Да, мы поддерживаем индивидуальных предпринимателей как раз для того, чтобы обеспечить какой-то работой их. Хочется поговорить про Якутию как про бренд. Вот что вкладывается вообще в значение бренда региона? Да, и раньше говорили всегда, что Якутия — это олени, холода, в 90-е добавилось алмазы к этому. Да? Вот сейчас как дела с этим стоят, на ваш взгляд? Ну, бренд, вот особенно эта зима показала, да, что у нас еще бренд холод, да, особый холод и полюс холода и так далее. И вот молодцы, что сейчас, ну, мы практически имеем два полюса холода, Верхоянц и Аймекон. И у нас вот есть идея у Галины Николаевны, да, этот бренд очень интересный, ну, никто повторить не может, никакой регион. И вот, Галина Николаевна, может, скажете? Скажу, конечно. Вообще, если вот так посмотреть, в Париже где мы фотографируемся? У Эйфелевой башни. В Лондоне где мы фотографируемся? Но на мосту То есть или возле можно Биг сразу Бена? определить, где вы находитесь, на какой территории, правильно? А у нас в Якутске где можно так сфотографироваться, что вы сказать, что вы в столице полюса холода? У нас такого места нет. Ленские столбы. Ну, Ленские столбы не все знают. Нет. Знаю. Имеется в виду якутские. Ну, это туда надо ехать, правильно? А здесь у нас в Якутске, в центре города, В царстве вечной у нас мерзлоты. есть предложение сделать стеллу минус 71,2. Люди не знают там английского, ни якутского, никакого языка, допустим, другого языка, но минус 71,2 понятно всем. И сразу будет понятно, что это из столицы полюса холода. В смысле, в Якутске ее поставить, а не Да. в Аймеконе? Да. Но и Верхоянска можно, да? Потому что не все могут доехать Два же до... полюса же. Чтобы друг друга не обижать, во-первых. Ну, какой-то не обязательно Ага, то есть, стеллы, чтобы они какой-то перестали спорить, поставить это в Якутске, да? Да. Ну и не все могут доехать ни до Верхоянска, ни до Аймекона. Нет. Очень много народу приезжает у нас туристов сейчас, и в прошлом году у нас пошло увеличение количества туристов. В этом году, наверное, будет еще больше. Поэтому, да и для самих жителей, что я живу здесь, в столице полюса холода, какое-то место должно быть. Ну, интересно, стоит властям Ну, города чтобы присмотреть. действительно, вот кто приехал, Аймекон или Верхоянск не могут поехать. Даже на Ленинские столбы многие. Некоторые приезжают на 1-2 дня командировку. И вот пришли и сфотографировались, и понятно. Ну, что вы в Якутии, и тут Да, бывают такие да, температуры да. в Якутии И в целом. это тоже а не именно тут. своеобразная реклама нашего региона. Но если вот говорить о рекламе региона, о туризме, вот как вообще, по-вашему, развивать туризм? То есть есть там шоп-туры, есть в последнее время популярен такой уже промышленный туризм, как его называют, да, когда там на горно-добывательную фабрику едут специально или едут смотреть, как добываются алмазы, как добывают золото. Вот как, по-вашему, вот в Якутии? У вас же тоже, по-моему, есть какие-то тоже Да, мы вошли... туры на ваше производство. Туристический ну, не прям маршрут. туры, а маршрут. Да, наша фирма вошла
туристический маршрут города Якутска, да? Вот, во-первых, это наш музей и выставка мамонтовой фауны. То есть люди, когда приходят к нам, и у нас есть изделия из мамонта, мамонтовых, ну, Бивней. бивней. И, естественно, они, многие, особенно дети, не знают, что такое мамонт. Никогда не видели. Ну, может быть, в фотографиях или там картинка. И вот они, значит, могут наяву посмотреть, что это такое. И вот поэтому мы вошли туда, маршрут, благодаря вот Министерству предпринимательства и туризма, да. И мы еще хотим, ну, у нас идея, и вот пандемия чуть-чуть помешала, мы хотели развить. То есть, допустим, с Москвы люди прилетают не Якутск, а, скажем, Мирный или Удачный. И там Мирного в смотрят. Якутск. Да. И посмотреть именно как добывается. Карьер, допустим, да, тот же Мирнинский, самый крупный, Удачненский, Акальский. И потом посмотреть ГОК, где вот именно разбивается эти кимберлитовая руда и добывается уже алмаз, да. И потом уже там есть у них музей вот, алмазов, там посмотреть. Для ювелиров алмазы это сырье. Поэтому они потом прилетают в Якутск и уже смотрят, едут, допустим, с Якутска в Алдан, например. И там посмотреть, как уже добывается золото. А, чтобы полный цикл Да, сделать, да? и потом обратно, и по пути там можно посмотреть этот наш Булус и другие достопримечательности, да, и покупаться и так далее. И потом приехать в Якутск, и тут уже у нас на фирме или у других фирм можно посмотреть, как все это делается. Из золота и бриллиантов, или даже мы делаем сейчас изделия с алмазом натуральными. Поэтому вот это все посмотреть, это очень интересно, потому что мы даже не... Очень много, уже, наверное, десятки раз уже вот к нам приезжают не только туристы, и даже вот наши школьники, даже студенты приходят, и мы им проводим экскурсию, как производственный цех, и там они смотрят все, как это делается. И у нас услуга есть, кстати, она называется «Сделай сам». То есть, когда человек, ну, молодая пара, должны пожениться, и они не покупают обручальное кольцо, да? Сами делают. Они делают, мы им представляем одного мастера, и он показывает, они все делают, от плавки до полировки, все делают. И это все снимается на видео. И потом, когда они закончат, на свадьбе этот клип или ролик, он Показывает и гостям. и там все падают. Вот, очень хорошо. Вот. А вот говоря о вашем музее и про изделия из бивня мамонта вы упомянули, а вообще же считалось, ну, если я не ошибаюсь, считалось, что раньше не делали сахай, украшения из мамонта, что это считалось типа? Нет, нельзя так Не сказать. очень Но хорошо. у многих народов есть, да, вот некоторые вот поверья, что это нельзя такое носить и так далее. Но на самом деле археологи же находят, этнографы находят изделия вот, из мамонтовой кости, амулеты и так далее. А, то есть древние люди Да, еще делали? да, поэтому делали. И не только из мамонтовой кости, даже рыбных и так далее, все это делалось. Поэтому я думаю, что, ну, может, какой-то род для них это, может быть, было табу, а на самом деле все это делалось. Сейчас такие необыкновенно красивые изделия делаются из бивня мамонта. Потом мы еще сделали коллекцию «Симфония вечной мерзлоты», как раз из бивней мамонта, золота, бриллиантов. Очень красивая коллекция получилась. Чароита. То есть Бронза, то, что фибра. добывается у нас в Якутии, мы сделали из этого, у нас пользуется очень большим спросом. Это «Симфония вечной мерзлоты». Но вот еще говоря о вашем музее, расскажите про вашу встречу с Улой Йоханссон. Это вот ученый-этнолог с мировым именем, с кучей регалий. И вот она написала еще в 1953 году монографию «Орнаментальное искусство якутов». Да, это уникальный человек. Она ни разу не побывая, не то что в Якутии, в Советском Союзе. В 1954 году написала докторскую диссертацию «Орнаментальное искусство якутов».
Я вот честно скажу, что в 70-х годах учился в историческом отделении, но мы про это не знали. Потому что по-немецки, видимо, ну, кто тогда мог? А как она там на фотографиях, на каких-то вот... Она вот на основе, На основе чего она это? музейных и библиотечных этих источников. То есть во многом, особенно в Германии, вот Лейпциге, Гамбурге, Мы Кёльне. когда были, вот, я извинюсь, перебью, в Лейпциге и Гамбурге, и там вот музей, когда мы были в краеведческом музее, то там Бурятия, Мордовия, Татарстан. Заходишь в целый огромный зал, это Якутия. Столько экспонатов, вплоть Два до таких зала. балагана, утвари, изделий, украшений. Очень много. А откуда это все? Это был такой князь Александр в Санкт-Петербурге. И он ежегодно отправлял экспедиции к нам в республику. И у него очень много экспонатов. И вот еще надо сказать, и в Вашингтоне очень много где. Да, Сан-Франциско. Ну, это, Ну вот, и вы с ней встретились, в общем. да, мы благодаря вот Марии Павловне Шашлыгиной, да, мы встретились с ней. Ну, там приключения были, конечно, но из-за снегопада. Но ничего, мы вечером приехали в Кёльн, и она ждала нас дома у себя. В якутском наряде. Ага, Селин. А из-за Решетникова и компания и сшили якутский наряд, оказывается. Мы с ними подарили линкобиар, и она ждала нас и накормила, и хотела уложить спать там. Но нам надо было еще дальше ехать, в Страсбург, поэтому мы уехали дальше. Но она по-русски очень хорошо говорит. И главное, она завещала, она ушла в тот иной мир 2 года назад, в возрасте 94 года. Ого. Ага. И она завещала правительству Германии свою вот, 3-этажную виллу ага, в Кёльне. Еще там подвал есть туда-сюда. И сказала, чтобы они сделали из этих денег грант и давали тем молодым ученым, которые будут заниматься якутской этнографией. Якутская этнография. Да. Кто будет изучать Якутию, этнографию, чтобы им давали гранты за счет этих средств. Надо же. А она так никогда в жизни в Якутии не была? Была, да. Была, потом Она приезжала? приезжала. Да. 2 или 3 раза приезжала. Ну, давайте перейдем к национальному празднику Исэх. Это, конечно, такой всегда повод надеть якутские украшения. Полный комплект один раз в году, да. В прошлом году мы в первый раз после пандемии все встретились на Захиту и Мады, и стало понятно, что люди соскучились. Вот. А с точки зрения сакрального смысла, какое значение имеет? Сакральный смысл, конечно, очень такой. Естественно, все украшения, они имеют свое предназначение. Это прежде всего как оберег, да? И у всех народов мира. Потом уже оно стало как украшение и показывать статус человека, в каком он статусе. И наше украшение – это вообще полный комплект всех украшений. Вот то, что мы сейчас собираем, экспонаты со всего народов мира, начиная вот у нас музей с XII века, то получается именно у якутского народа полный комплект еще серебряных украшений. У многих они и делаются из камней, из железа, из соломы, из тряпок даже, да? Костей, Из да? костей. А тут получается, что из серебра полный комплект. И то, Полный что комплект у нас- имеется в виду, что у кого-то есть нагрудное украшение, у кого-то есть там Да, наголовные, да. а вот полные-полные и серьги, И даже коленки, и браслеты коленки бегают. на ногах. Мгм. Это у нашего народа. И, конечно, это имеет сакральный большой смысл. Мгм. А вот когда вообще полный комплект украшений надевался? Только на свадьбу или нет? Ну и на Исехах. Событий. У якутов праздника мало было. Ну, это свадьба,
невесту украшали, да, и, естественно, на такие Национальные национальные праздники. Оно, вот убранство невесты, оно же отличается как-то от убранства замужней женщины? Ну, там, Ну, теоретически, там же, наверное, как-то все по-другому. ну, это, у нас же сейчас книги вышли, вот, этот Мандаруса, это Зверева Анна Николаевна и так далее. Много. И это Бравина, доктор исторических наук и так далее. Много таких Романова и так далее. И поэтому, в принципе, там, конечно, это целая тема, которую надо приглашать их. А мы-то что? Мы только делаем. Ну хорошо, тогда расскажите о выставке, которая открылась в Царстве Вечной Мерзлоты. Там. Вы ее сделали? Да, Что- в Царстве что Вечной там такое? Мерзлоты она у нас уже как бы действующая, уже 5 лет, но в этом году у нас в связи с 30-летием мы решили ее обновить и сделать открытие. Причем открытие это было, что была прямая трансляция непосредственно из Вечной Мерзлоты. Это впервые в мире. И вот что там у вас? Копии украшений из У нас да. там стоит, сделал у нас скульптор Александр Шадрин, там со своим сыном, и «Небесная невеста». У нас есть наряд Августины Филиппова, которая создала, и мы сделали ее изо льда, и повесили Линке Бюхер, и Бастыня. То есть там и якутский полный наряд. Кроме этого еще и кут, где можно загадать туристам желание. Есть сундук с драгоценностями, ну, в таком плане. Ну вот, кстати, сказали про костюмы Августины Филипповой, украшения, они вообще неразрывно связаны с нарядами, с костюмами. Вот есть какая-то связь между ювелирами и дизайнерами, какие-то совместные работы, может быть, бывают? Конечно, это вообще вот, допустим, вот сейчас, вот 18 апреля состоится международный первый форум дизайн и мода, куда вот наших ювелиров и нас пригласили. Как раз вот там вот и одежда, и ювелирные украшения – это вообще неразрывная связь. Мы должны 30 комплектов подготовить. Ну, уже готовим, практически готово. И будем показывать там. Но у нас же, все же у многих народов-то это маленькие, допустим, да? А тут у нас же Линкебегер, Калинкебегер большие, и очень хорошо смотрится. Я хочу успеть поговорить о вашем хобби серьге, которое вы устанавливаете в разных частях мира. Сколько их сейчас? Ну, Эдидо рассказала не считать, поэтому особо не считаю. Ну, в других странах, ну, за рубежом около 15, можно сказать. В связи с пандемией. Да, а так бы еще было бы, ну, вот пандемия помешала, и вот сейчас. И Но я успел в ситуации. прошлом году в Норвегии поставить. Вот. Поэтому, но я считаю, что мы должны относиться малочисленным народом, мы, якуты, сакалар, да? Потому что меньше 500 000 населения. И о нас должны знать. И поэтому и многие народы интересуются, вот действительно, и сами приглашают. Вот даже в Турции уже два серьга стоит. 2 серьга. Я знаю, что вот одно было в Стамбуле первое, да? Алании еще есть, Азура парки. Вот, Монголии, Исландии. И самое интересное, вот Польши. Вот все разрушают же. Советское, там, российское, польское правительство. А там стоит на родине, я поставил на родине Васлава Старошевского, в поселке Козлы. Там его старое имение, ну, не сохранилось, но школа его имени. И вот во дворе этой школы мы поставили, сделали. И очень интересно было, когда ихний ксенц, ну, поп ихний, да, ну, и он так плохо на нас смотрел, потому что мы во дворе школу делали. И когда он проходил, как-то сквозь зубы он так здоровался,
Что за из идола тут Да, делают, да? что-то языческое там сделали. А языческий потом я столб. говорю Петру, вот, который нам помогал, я говорю, может, мы что-то сделаем, чтобы он так не это. И я ему предложил крест сделать на самом видном месте, католический крест. Они говорят, как? Я говорю, ну, во-первых, Польша самая католическая страна, у вас был римский папа даже, и Вацлав Шершевич был католик. И они согласились, я к вечеру сделал этот объемно, да? Из дерева. Ну, на серьге прямо. И он проходит, этот ксенц, утром, и увидел, у него очки чуть не выпали. И так по-русски чисто. Здравствуйте, говорит. Сразу вспомнил, да, как по-русски говорить. И вечером до свидания. И вот он, отношение поменялось, понимаете? И если даже разрушать, они же не разрушат католический крест, понимаете? И вот так получилось. То есть вы крест просто включили в Да, вот в серьге прямо вот впереди, под чароном. То есть эскиз на ходу меняется? Да, да. И у меня эскиза нет, у меня же в голове все. То есть вообще без... Да. Если сейчас попросить, я даже не нарисую. Ну, примерно нарисую, конечно. Но... А там вот, кстати, как? Там дерево само подсказывает? Или как вот это получается без эскиза? Я всегда думала, что сначала эскиз рисуется, потом уже там все вырезается. Ну, видимо, так, сверху. Да. И они все отличаются ведь друг от друга. Да, да. Ну, я делаю примерно одинаково, потому что у каждого свой стиль, да, и чтобы люди узнавали это Сергей. Я вот даже сейчас же Федорова, это ребята, допустим, знаю, Егора Степанова, вот он, его Сергея, допустим, да, Федора Маркова, я уже знаю, да, ну, и многих других. Почерк видно уже. Почерк видно. И вот мой почерк тоже должны видеть. То есть это примерно вот это, видимо, Павлова. Вот так. А вы как-то при установке СССРГ тоже какого-то вот в Европе, там чуть ли не с секретарем ООН встретились? В Была такая Исландии история. генеральный секретарь ООН был, ну, Пан Ги Тогдашний. Мун, тогдашний. Ага. И вот я когда делал, мне мои козлы, два козла, и на нем бревно лежит, и я делал прямо у их на конгресс-холла, Харпа называется, да, и Пан Ги Мун там на конгрессе там был, и когда выходил через окно, посмотрел, что я работаю. И он вышел и подошел ко мне. А я думал, он ушел, и ну, весь пыльный, там стою, и он подходит и здоровается. Ну, я на ломаном английском объясняю, что это я тотем делаю якутский и так далее. Ну, потом он говорит, подходит это бревно и говорит, а где вы взяли это бревно? Я думал, кто-то другой говорит. Оказывается, он по-русски очень хорошо говорит. Потом переводчик появились, и все. И он понимал, вот, когда Галина хотела сфотографировать, мы стали, она говорит, вот за Сергея уйдите. И он понял сразу туда, ну, ушел за Сергея. И мы так фотографировали. А с Шварценеггером вы как встретились? Тоже это с Серге было связано или Нет, нет? это было что в за история? 2014 году, когда в городе Коламбус, штат Огайо, это на границе ближе к Канаде, Арнольд Шварценеггер там проводит ежегодно свой Арнольд спорт фестиваль, ну, попроще Арнольд Классик. И он впервые включил программы этих соревнований Масс-рестлинг. Да. И я вот туда поехал, и мы единственным участником, и встретились с ним прямо, я подготовил там медаль специально за вклад в развитие масс-рестлинга и так далее. И мы там встретились, поговорили, и я ему вручил это еще палку и так далее. И когда помощник его хотел, когда они уходили, снять нашу медаль, он говорит, о, very nice. И он ушел с этой медалью. Буквально полминуты до конца эфира осталось. Я еще знаю, что вы же делали эти «Оскар» для Лео, ну, вот для вот этого, да, и для Джона Мартина тоже скульптуру из серебра. Есть ли в планах какая-то Есть. новая скульптура для кого-то? Есть у нас такая идея. У нас Арбугаевы не получили Оскара. И я думаю, что скоро все узнаете.
Ага, то есть они достойны своего национального Да, Оскара. конечно. Вот где-то писали, что надо придумать И у нас Оскара. уже есть проект, этот проект у нас готовится, это скоро-скоро уже выйдет. Отлично. Ну что ж, я вам желаю удачи. Спасибо Вам за спасибо, да. сегодняшнюю беседу. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.